Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, салам, хорматлы ватандашлар. Сегодня давайте поговорим о политической ситуации в Туркменистане. Странные события происходят. Вот увезли Фархата, и это достоверно абсолютно, но многие почему-то говорят, нет, это не так, вот через месяц выйдет. Нет. Как сообщают нам источники, ему дали 18 лет, и он в Авадан-Депе. Также прошел разговор о том, что якобы вывезли Равшана Клычева. То есть диктатура, она продолжает наступать на людей, которые находятся за пределами страны. Потому что внутри страны информационное пространство, оно зачищено. Так, оно доведено до того, что нет ни интернета, нет, значит, свободного перемещения и, самое главное, нет свободных выборов. Да, конечно, можно, так сказать, устроить вот так вот транзит власти, передать то, что устроил, например, Харамдак для своего засранца сына, но потом удержать при сегодняшнем росте технологического прогресса, при тех огромных тектонических изменениях, которые происходят в геополитическом пространстве, это очень осложняет ситуацию не только за пределами Туркменистана, но и внутри Туркменистана. Естественно, диктатура цепляется за свое главное оружие. Какое главное оружие у тирании? Это страх. Вот этот вот концепт страха, на котором основана как раз вот вся сила диктатуры, возможность влиять и на выборы, и на волеизъявление народа, и довести их до состояния рабского повиновения, вот это страх. Причем какой страх? Страх в Туркменистане один. Как они пользуются этим страхом? Они, например, если кто-то что-то не так сказал, или, предположим, люди недовольны, вышли на улицу, то сразу же включается главный инструмент страха. Это заложники, потому что у каждого человека есть семья, есть дети, отец, мать, и тогда заставляет выступать отца, мать, вот, или, значит, родственник, они говорят, нет, нет, он не наш, мы против, мы не такие и так далее. Так вот, этот самый инструмент, когда в заложники берут всю семью, и фактически весь народ находится в том состоянии, когда силовым структурам, так, и вооруженным силам, если надо, если потребуется, дано негласное разрешение применять силу в тех пропорциях, каких необходимо. То есть по отношению ко всем. Пусть это будут дети, пусть это будет жена и так далее. Но народ к этому пытается приноровиться. И часть народа, понимая, что она не может себя прокормить, и, значит, и с работой плохо, и так далее, потому что всех олигархами не сделаешь. Он в первую очередь это сделал своих егенов, он сделал вот, значит, там окружение определенное, создал олигархат. Есть средний класс, который доволен, но не очень, так? Но в конце концов эти люди, которые остались внутри страны и не могут прокормить себя, они покидают страну. И ситуация на сегодняшний день такая, что около половины населения находится за пределами страны.
Я в свое время говорил многим, я говорил, сидите тихо. Вы увидели, что можно бороться. Вы поняли, как это делается за рубежом. Возвращайтесь в страну и со своими ближайшими доверенными людьми говорите об этом. Но тут, конечно, помешало два серьезных фактора. Первый, это как родовое клеймо. Это, так сказать, родоплеменные отношения, это трайбализм и региональные предпочтения. То есть они вроде бы все говорят давайте, но вот давайте вот наш, скажем, тейп, наш регион и так далее. Об этом я потом дальше скажу. Ну и второй довольно серьезный аргумент, который подключили в эту информационно-идеологическую войну, это запустили вот этот вот разговор о том, что дорогу молодым, то есть вопросов нет, могут заменить кого угодно, каждый готов заменить. Окей, ладно, это тоже, и об этом я потом отдельно скажу. Но самое, так сказать, самым действенным оказался фактор, так сказать, вот личных амбиций и отсутствие политической зрелости в народных массах. Каким образом? Покинули страну около 1,5 миллиона человек, и вдруг у них срабатывает инстинкт и миропонимание, что когда враг сбежал, храбрецов становится больше. Они все становятся храбрецами. Их легко спровоцировать, но они забывают при этом, что сбежал-то не враг, диктатура как была, она так и есть и процветает в стране. Сбежали вы сбежали и дальше будете бежать. И вы начинаете между собой делить будущую власть. Вы посмотрите на всех, кто вот разбились на группы, все они фактически между собой делят шкуру неубитого медведя. И это есть огромный фактор, который деструктивно влияет на процесс консолидации народа, который мог бы уже выступать, требовать своими заявлениями. Так? Нет. У них свои вот эти вот региональные предпочтения. Я об этом не раз говорил. Но у нас есть одно преимущество. Что бы ни было и как бы ни было, все равно идет информационно-идеологическая война. Пусть кто-то знает, пусть кто-то не знает, кто-то, скажем, более умело, кто-то, может быть, просто учится, но люди высказываются. Высказываются, и создается некий фон. Вот на этом общем фоне есть, конечно, категория активистов, категория оппозиционеров, правозащитников, у которых есть инсайдеры, которые могут дать достоверную информацию. Вот в этом случае как раз информационно-идеологическая война приобретает совершенно другие формы и более конкретные очертания. Вы помните, что случилось тогда, когда правил Харам-Баши использовал сталинско-партийный прием? Обычный, когда там не только вот эти вот лагеря были, ГУЛАГ там и так далее, когда на заводах и фабриках собирались митинги и так далее. Вот так вот он заставил кричать всех, чуть ли не с детского сада, школ и университетов, заводов. И вот так он расправился вот с той группой людей, которые пришли в страну, да. И вот это
сработало настолько эффективно, что 20 лет в информационном пространстве было абсолютное затишье. 20 лет. Так вот, теперь, когда мы уже пришли, ну, будем считать вот так вот, потому что страх – это очень серьезный, так сказать, вот, серьезный фактор. Но в 2015 году мы выехали. И просто я говорю это как есть, без всякой вот, без всякой попытки каким-то образом сделать акцент на себе. И я в своем интервью, которое давал на Центральную Азию, когда меня спросили, остались родственники, не боитесь? Я сказал так, как мы должны отвечать все. Но у вас там родственники остались? Остались родственники, конечно. Но и у него есть родственники. И у них у всех есть родственники. И любая чашка рано или поздно наполняется. И отвечать придется. Если мои родственники становятся заложниками, у них тоже есть родственники. Если они будут так делать, мы тоже имеем право мстить. И тут появляется огромное число вот тех, кто молчал. И вот эти вот спящие ячейки и все остальные, они все проснулись. И вот на этом фоне обострилась вот эта информационно-идеологическая война. Сделать то же самое, что сделал Харам Баши у этого тупого отца Харамдага. Вот. У Харамдага и у его сына, и у отца, и у сына с их маргинальной позицией попытки правления при том социальном контракте с населением, когда они вот такой вот, значит, байско-феодальные, чуть ли не шахи, так, а народ рабы, это очень сложно. И тогда они уже пытаются спровоцировать Санджар, но, во-первых, и мы предупреждали, и народ уже обучен на горьком опыте. Тогда он использует другой инструмент, который произошел недавно. Если вы помните, я рассказывал о том, что Фархада забрали и так далее, и я там обращаюсь к Харамдагу и к его сыну, я говорил, вот ты еще там 20, 21, 22 собираешься идти на хадж. То есть я за месяц сообщил информацию, за месяц практически, что он собирается на хадж. Вот. И тут он не едет ни 21-го, ни 22-го, он держит. И он выдержал до 28 числа. То есть, если вы обратили внимание, когда все сказали в один голос, он умер, да, и вот кричали месяцами, только мы этого никогда не подтверждали. Мало того, мы выступали против тех, кто разгонял вот эту вот, значит, идеологическую диверсию. Все, кто это делал, это коллаборанты. Это подтвердилось. Следующая информация, которую мы давали, она не только подтвердилась, как вы видите, результаты этой информации повлияли на уровне вот этого вот начальника протокольного отдела. Это очень высокий уровень. Кто может быть ближе к президенту, чем, например, его начальник личной охраны, так и начальник протокольного отдела? То есть это очень серьезный удар не только по силовым структурам, но и по самому, значит, государственному аппарату, по государственному аппарату, потому что до нас доходит действительно реальная инсайдерская информация. И мы доказали это. И вот это очень напрягло. Он фактически попытался переиграть нас. Но к этому вопросу подключились
его ближайшее окружение. Почему? Потому что Сердар Засранец так попытался показать, что он не кукликовый президент, что он на самом деле президент не только там де юре, но и де факто. Потому что его, я уже говорил, делегитимировал сам отец. Он придумал какую-то там систему, когда он стал халк маслахаты и так далее. И теперь он фактически на международном уровне заправляет всеми этими вопросами. Так вот, он, во-первых, не согласен с тем, что все основные отрасли народного хозяйства, так, валютообеспечивающие отрасли, находятся под управлением, под монопольным управлением егенов. В первую очередь Хаджи-Хаджи, Шам-Шамар, так, там и Гуга, и все остальные, так, и отец на это не реагирует. И тут происходят вот эти вот события, когда он запретил им выезд, вот, и с отцом он тоже не ладит, в этом есть доля правды. До 28 числа продержался Харамдат, а 29-го он поехал на хадж. И он почти месяц собирал, вот Боинг по 300 человек отправлял, вот все, сколько не было людей, он должен был пройти со всеми туркменистанцами. Но он смотрел из окна, и вокруг него было всего 20 человек, мужчин и где-то 20 женщин на этом хаджи. Уже об этом много было сказано. А его сын открывал вот этот вот умный город. Но к этому моменту, так, вот к этому 28 числу была подготовлена ИПСО, информационно-психологическая спецоперация. Все, что делается, вот это вот, то, что пытается ввести в заблуждение народ, это все вот как раз и есть ИПСО. Вот на большее они не способны. И там якобы в Гями, где-то там в этих складах, и возле Горджоу, там по 2 машины Калашниковы и даже американское оружие, стингеры. И там, вот, да, якобы сын Пайзгильдемиредова Батыр, ну, прошла такая информация. Я, во-первых, знал самого Пайзгильдемиредова. Он очень спокойный был такой, уравновешенный человек. И вот тот сын, который у него погиб в автоаварии, он немного занимался лошадьми. Я их лично знаю, эти семьи. Это сами по себе поведенческие признаки у них. Это не те люди, которые возьмутся за оружие и начнут переворот. Абсолютно. Тем более Батыр, он так и сидит там. А вот здесь возникает вопрос, тогда кто это был? А вы скажите, они пытаются сказать, что вот там через Марчак вот афганцы должны были 200 человек пройти. Там еще кто-то должен был подняться. Как они пройдут? И зачем им проходить? Они же платят дань. Бесплатное электричество, газ бесплатный. Туркменистан Афганистану платит дань. Даже когда у нас в Либабе было страшнейшее событие, так, вот этот вот Апа-Тупан, который был, он повез помощь не им, а туда, в Афганистан, гуманитарную помощь. Да, под предлогом гуманитарной помощи. Поэтому этот вопрос сам по себе исключается. Значит, остаются они одни. Кто остается? Остается Сердар Засранец, его отец, остаются егены, остаются родственники, олигархат и так далее. И еще один очень важный вопрос. Почему в первый день вот этого великого праздника Курбан-Байрам вдруг проводится совещание Меджлис, и там вот этот вот Госсовет тоже там присутствует. То есть вот все военные и так далее. Да, и Совет Безопасности тоже там одновременно. Это в первый день этого праздника. Когда такое было? Такое никогда не было.
Почему воспользовались этим днем? Никто не ожидал. Никто не думал, что в этот день это будет сделано. А отец уехал за день до этого. Он улетел. То есть фактически отец с сыном разыграли. Сын поставил условия перед отцом, сказал: я либо руковожу, либо ты сам это делай. Я твоим егенам подчиняться не буду. И разложил то, что ему доложили информацию. Он не зря первым поставил, изменил пост руководителя Министерства внутренних дел. Он прекрасно знал, что все валютообеспечивающие отрасли, они находятся под контролем егенов, и они монопольно распоряжаются ими. Хаджи-хаджик, да? Зачем эти афганцы будут нападать? Они работают с этим хаджи-хаджиком. Хаджи-хаджик этого неязливо держит за ушко и говорит: они придут, давай продавай карбамид. Этот карбамид, за этот карбамид афганцы платят наличными. И эти наличные остаются у них. И у этих семей сейчас миллиарды. И, конечно, сейчас фактически вопрос там стоит о чем? Опять о деньгах. Опять о том, чтобы запугать народ. Это элементарное ИПСО. Это опять розыгрыш. Разыгрывают народ. И как вы обратили внимание, закончилось это все тем, что убрали Ниязлиева, который курировал вот эту отрасль, так, и на этом Хаджи был отстранен. Он был отстранен от отрасли Туркменхимии, и теперь она полностью подчинена, да, Сердару Засранцу. То есть это дальше идет дележ. Все, что произошло, и под этим предлогом вот забирает там еще кого-то, еще кто-то приехал, все это на самом деле ИПСО, информационно-психологическая спецоперация. То есть запугивают народ, а фактически делят деньги. Теперь этот клан сам между собой не может разделить. Но они уже достаточно богатые. Убить, посадить он их не может, обвинить тоже не может. И все это было завуалировано вот за такую стряпню, причем настолько бездарного, это вот профанация самая настоящая. Вот то, что мы видели, что якобы они Харамда, senin бар сценарием шуми. Вот это вот сценарий твой, Сердар Засранец. Я же вас не зря называю идиотами. У вас вот это маргинальное сознание колхозника, в вас оно до сих пор сидит, вы ничего толком не можете даже сделать. Это настолько неубедительно было, поэтому тут и ни одно информационное средство не подтвердило это. Ни одно, ни зарубежное, ничего. Никто не подтвердил. Да, и Мятеев тоже снял свое. Потому что это было самое настоящее ИПСО. Народ страдает. Народ бегает из одной страны в другую. Его преследуют. Почему? Потому что они идут на опережение. Они вылавливают для того, чтобы вот эта вот информационная война, в которой все-таки народ не уступает, мы выигрываем. В этом смысле мы выигрываем, потому что наш электорат и вообще международное сообщество понимает, что та информация, которую даем мы, она объективная, проверенная, да, и она получена от реальных инсайдеров. И вот так вот каждый раз, когда он пытается заморочить голову, что он якобы умер, что он еще якобы что-то сделал, на него напали и так далее,
За этим нужно всегда смотреть, и вот только вот эти вот меркантильные, мелкие интересы, это ненасытные душонки. И вот этот вот посыл о том, что дорогу молодым, а что, Сердар, он что, старый, что ли? Вот вам молодой, пожалуйста. И Егены у него молодые. Любого из них возьмите, они молодые, они правят государством. Есть еще моложе, 25-30 лет, вон они. Это непосредственно Егены Сердара, рожденный от его сестер его матери. Что это изменило? Потому что молодежь, ее легко подкупают на амбициях. Это нормально, что у молодежи есть стремление, амбиции. Это нормально. Но вне фактора политической зрелости, вне фактора, когда у тебя есть практический опыт жизненный, эти вопросы не решаются. Не решаются. По этому поводу я еще вам отдельно расскажу. Вот. Потому что вопросы государственного масштаба, их нужно решать не большинством голосов, а знанием. А все, кто считают себя знающими, ну, посмотрите, в Туркменистане тоже немало кто. Они же заканчивают вузы, за пределами сколько. Не только же вы. Поэтому эту идею, как таковую, фактически подсунули, опять же, как и ПСО. Вот на этом я хочу завершить свое выступление по факту наличия и использования главного инструмента идеологической, информационно-идеологической войны, диктатуры, это ИПСО. Информационно-психологическая спецоперация. Это страх, введение в заблуждение, и продолжают грабить страну и беспредельничать. Но это все равно не поможет. Вы сами себя начнете жрать. Поэтому все проводили вы. Вы теперь уже между собой не можете разобраться. И это будет усиливаться. Это как будто бы круги на воде. Вот этот булыжничек попал, и он будет расходиться. И на этом вы потерпите крах. Это неизбежно. Диктатура – это самая нежизнеспособная форма организации государственной власти, государственного устройства. Народ имеет право. Халкın hakkı var.